ГСП онлайн. Городские новости сейчас. 3 июня ухтинские волонтеры поисково-спасательной группы «Меридиан» нашли пропавшую беременную женщину. Вот только вопросы, где она пропадала 3 дня и почему теперь не узнает родственников, не дают покоя многим. Как говорит соседка Александра, девушка проживала с гражданским мужем и 3-летним сыном. Готовилась повторно стать мамой. Саша очень улыбчивый, приятный человек. Никогда не было замечено в аморальном поведении. Всегда с ребенком. У нас вместе дети также гуляют во дворе, общаемся поскольку-постольку, но ничего плохого, только хорошее могу сказать. С ребенком занимается. Если заболеет, Саша сразу в больницу, с ребенком. В садик, обратно гуляют, зимой горки строят. Обычная семья. 1 июня около 16 часов Александра позвонила отцу и сказала, что выезжает из города. Ближе к вечеру девушку на Яриге видели знакомые, но домой она не пришла. На следующий день отец Саши совместно с ее гражданским мужем своими силами пытались найти пропавших. Позже попросили о помощи волонтеров. Первым делом стали расклеивать листовки и опрашивать людей. Около половины 8 вечера 3 июня Андрею сообщили, что Александра нашлась. Она находится на автобусной остановке 3-х Яригских дач. Когда мы приехали туда, увидели ее полностью без одежды. Она была завернутая в простынь. У нее было шоковое состояние, оно было истерическое. Она не узнавала ни отца, ни мужа. То есть муж к ней подошел, она просто просила, чтобы ее не трогали. Как выяснилось позднее, девушку нашли на автобусной остановке. Она лежала под простыней. Сразу вызвали скорую полицию. Александру отвезли в горбольницу, после в роддом. Там определили, что беременности ничего не угрожает. Кроме того, подтвердили, факта изнасилования нет. По неподтвержденным данным, ухтинка помнит события только до 2012 года, а дальше провал. Сейчас Александра находится под наблюдением врачей, они борются, чтобы вернуть женщине память.